Приветствуем вас. Добро пожаловать в Шарм-эль-Шейх. Разрешите представиться. Меня зовут Насир. Я представитель компании Фанансан. Хочу вас благодарить за то, что вы выбрали нашу компанию для вашего отдыха, и с удовольствием я буду вашим сопровождающим гидом до отелей. У нас с вами в автобусе есть 6 отелей. Первый отель, куда мы приедем через приблизительно 10 или 15 минут, будет отель Golf Beach. Второй отель Гранд Ротана. Третий Experience Cruises Premier. Четвертый Swiss Hotel. Пятый Панорама Нама Хайтс. И шестой Фанансан Актив Нама Waves. Еще раз. Первый отель Golf Beach. Второй отель Гранд Ротана. Третий Experience Cruises Premier. Четвертый Swiss Hotel. Пятый Панорама Нама Хайтс. И последний Фанансан Актив Нама Waves. Между отелями ехать приблизительно 10 минут. Запомните хорошо название отеля и запомните свой отель какой по маршруту. Прошу вас сейчас перевести свои часы на местное время, потому что ваше пребывание в Египте будет только по местному времени. Время у нас сейчас 11:25. Ваши фрукты не разрешается купаться в море или в бассейне вечером, когда у нас уже будет темно. И когда купаться в море, нельзя трогать коралли, становиться на них, кормить рыб. Все это запрещено по закону. И обязательно храните свои ценные вещи и деньги в сейфе, которые будут у вас в номере, в шкафу. Можно, конечно, его использовать бесплатно. Когда мы скоро приедем в отель, на ресепшене им будут нужны паспорта, все паспорта, и с каждой комнаты один ваучер. У вас есть 3 экземпляра ваучера в одной бумажке. Они заберут сами первый ваучер, который наверх, сделают 45 паспортов, вернут паспорта к вам сразу, дадут вам анкету, чтобы заполняли, каждый номер одну анкету. По правилам из населения после 2, но, конечно, если номера готовы, нас сразу заселят. Если нет, тогда вам дадут браслет, можно сходить в ресторан, пообедать, и после обеда сразу вас заселят. Все ваши отели очень хорошие, конечно, но на всякий случай, когда получить номер, обязательно проверяйте, что там все нормально работает, ничего не сломан. Если вы нашли, что-то не работает или сломан, сразу позвоните ресепшн, чтобы они поменяли. Чтобы вам не говорили в конце отдыха, вы сами сломали номер, сколько халатов, если есть, конечно. Просто надо уточнить, что вы получили, чтобы узнали, что надо сдавать в конце, чтобы у вас не было проблем во время выезда с отеля. Как известно, компания Фанансан за вас отвечает с начала вашего отдыха до конца. Поэтому у нас в каждом отеле есть представитель нашей компании, представитель компании Фанансан. Обязательно у вас будет встреча с ним, чтобы его узнали, конечно. По времени это будет 20-30 минут. Вам расскажет информацию про отель, какие услуги там есть, какие из них платные, какие бесплатные. Мы, конечно, в курсе, что ваша путевка в системе все включено, но во всех отелях есть очень много услуг. И, конечно, не все эти услуги бесплатны. И тоже не всегда все сотрудники отеля хорошо говорят или понимают по-русски, поэтому иногда они неправильно объясняют. Поэтому точная информация будет у нашего представителя. Тоже он вам расскажет про страховку, чтобы вы узнали, что надо сделать и к кому обратиться, если, не дай бог, кто-то заболел или вам нужна медицинская помощь. Но самое главное, вы через него узнаете, когда и как можно получить точную информацию о времени вылета. Потому что, как известно, авиакомпания имеет право поменять время вылета. Иногда есть задержки, значит ваш рейс может быть попозже, может быть пораньше. Поэтому, если что-то изменилось, вы узнаете от него. Контакт с ним будет очень важно, потому что, конечно, он не живет в отеле. У вас будет одна встреча с ним, но дальше он каждый день 24 часа доступен по телефону. Он вам отдаст свой номер телефона, будет контакт между вами с ним, сможет передать вам, если есть задержка, вам скажет, это задержка сколько часов, во сколько точно у вас будет вылет и во сколько автобус за вами приедет в отель, чтобы не уехал без вас. Даже если вы решили ехать самостоятельно в аэропорт, например, на такси, вы через него узнаете, во сколько точно у вас будет вылет, потому что если есть задержка, конечно, вы не должны ждать в аэропорту 6 или 7 часов, пораньше освободить номер в отеле и просто садиться ждать в аэропорту. Это, конечно, не будет удобно. Тоже от него узнаете, во сколько точно будет вылет, чтобы вы узнали, во сколько можно уехать с отеля, если вы на такси решили ездить в аэропорт. Тоже узнайте, через какой терминал надо заходить в аэропорт, первый терминал или второй терминал, чтобы долго не ходили с детьми. Поэтому это будет вам легче узнать
во сколько будет вылет и через какой терминал вы заходите в аэропорт. Если у вас есть желание куда-то съездить на какие-то экскурсии, например, дайвинг, сафари, кайер, плавание с дельфинами и так далее, он вам подробности расскажет, вам скажет, какие программы есть сейчас в Шарм-эль-Шейхе, какие цены, какие скидки будут и так далее. Но чтобы узнали, чтобы съездить в Каир, виза недостаточно. Если вы сделали визу, сейчас, когда прилетели, еще надо регистрацию сделать. А что за регистрация? Регистрация – это треугольник штамп, вам надо получить в паспорте рядом с визой, потому что без регистрации в аэропорту, когда улетаете, вам скажут, что надо платить штраф 800 фунтов на одного. Это приблизительно 17 или 18 долларов с человека. Поэтому, если вы сделали визу, сейчас, когда прилетели, чтобы съездить в Каир, еще надо регистрацию сделать, это тоже будет через гида в отеле. Допустим, что вы хотите в Каир, но вы не сделали визу сейчас, когда прилетели. Это не будет проблема. Будет возможность потом сделать визу и регистрацию тоже через гида в отеле. Это совсем не будет проблема. Короче, этот человек специально в отеле ради вас. Значит, у нас есть такие встречи, не потому что мы хотим вас отвлекать или задержать. Это нам не надо, конечно. Но у нас есть такие встречи, потому что мы хотим, чтобы вы в конце отдыха говорили: спасибо, что в отеле есть представитель. Есть кому-то мы можем обратиться, если у нас есть проблема. Мы не хотим, чтобы вы потом говорили: жаль, мы к ним не обращались, его не видели, нам никто не помог, нас никто не предупредили, мы об этом не знали и так далее. Поэтому, если у вас отдых здесь в Египте будет 10 дней или 7 дней, встреча с ним будет только 20 или 30 минут и только один раз. Значит, вы ничего не потеряете. По крайней мере, можно с ним